Месца чарговага выязного прыёма па асабістых пытаннях – Барановіцкае вытворчае баваўнянае аб'яднанне. Яго калектыў больш за 2000 чалавек. Мы такие приемы ежеквартально проводим. Скажу так, что это продуктивная форма. Вопросы возникают абсолютно разноплановые. Наталью Новік, як маці двух дзяцей школьного ўзросту, хвалюе пытанне іх бясплатнага прыезду ў грамадскім транспарце. Насколько я знаю из средств массовой информации, в Минске бесплатный проезд для школьников, независимо от того, куда они ездят, к месту жительства или к месту учебы. В связи с этим у меня возникает вопрос, возможно ли применить это в Брестской области и, в частности, в нашем городе. Наталя гаворыць, шмат грошай ідзе на дарогу, калі дзеці ездзяць на пазашкольныя заняткі ў кружкі. Есть постановление Совета Министров, в первую очередь, которое определяет порядок определения. Это решение находится в компетенции Совета депутатов местных. То есть у нас в городе Барановиче это горсовет. Жыллёвым пытаннем пришла на прыём загадчыца аднаго з інтэрнатаў прадпрыемства Ирина Шолохова. У нашего общества на балансе имеются 3 общежития. Предприятие несет затраты на их содержание. И хотелось бы узнать вот о чем. Имеется ли практика в Республике Беларусь о переводе общежитий в категорию арендного жилья? Адказ на пытанне жанчына атрымала адразу. Дело в том, что у нас изменилось несколько жилищное законодательство по этому вопросу. И теперь, в принципе, это понятие из коммерческого фонда. Перевести общежитие в коммерческий фонд практически невозможно. Должны быть требования. Это и по метражу по комнатам, и сантехнические, где-то условия, скажем так, отдельного входа. Тэматыка пытанняў разнастайная, ад выключна прыватнага характару да агульнага значэння. Сярод тых, якія хвалююць многіх гараджан, стан дарог. Я знаю, что и руководство области знает ситуацию с проблемами по дорогам в городе Барановиче, и они решаются, эти проблемы. Мы посмотрели всю экономическую составляющую, и считаю, что, конечно, средства определенные направлены и планируются на этот год для восстановления и ремонта дорог. Большасць тых, хто прыйшоў на прыём, атрымалі адказы на свае пытанні тут жа на месцы. Тыя звароты, якія патрабуюць дадатковага разбіральніцтва, узяты на кантроль. Алена Ракусь, Евгений Мороз, Юрий Титов, телерадиокомпания «Брест».